Привет, друзья! Вы смотрите программу IT News на Atomic Business. Сегодня в выпуске: умная перчатка, беспилотный транспорт в Австралии и новые функции iPhone 13. Обо всем подробнее уже через несколько секунд. Поехали! Сегодня известно о многих смарт-девайсах, которые служат людям и помогают им в ежедневных задачах. К примеру, умные часы, различные смарт-шлемы и даже умные перчатки, о которых мы и расскажем прямо сейчас. Главная идея разработчиков заключалась в создании устройства, которое распознает движение не с помощью визуальных сенсоров, а благодаря тактильным датчикам, фиксирующим деформацию силиконного слоя. Поверх мягкой тканевой основы расположены 44 датчика, от которых не способно ускользнуть ни одно движение пальцев. Данные обрабатываются специальным блоком, к которому подключены сенсоры. Приятно, что несмотря на электронную начинку, перчатка остается удобной для ношения. А реализованная в ней технология работает даже в полной темноте. Энергозатраты гаджета минимальные. Полноценная презентация перчатки состоится на международной конференции высоких технологий, которая пройдет в конце месяца в Лос-Анджелесе. Власти Австралии активно интересуются новыми технологиями, в особенности беспилотным транспортом. В рамках первого этапа программы BusBot автономные автобусы возили отдыхающих вокруг местной пристани. Роботы-шаттлы модели EZ-10 от производителя EasyMill справились со своей задачей на ура, и поэтому стартовал второй этап данной программы. Для вызова шаттла клиенты могут воспользоваться простым мобильным сервисом от службы VIA. Но чтобы воспользоваться услугами беспилотного автобуса, посетителю все-таки придется последовать к специальной остановке. Анализируя спрос и наличие свободных мест в салоне, беспилотный транспорт строит наиболее оптимальный маршрут, чтобы оказать услуги как можно большему количеству посетителей. Испытания продлятся около 22 недель, после чего стартует уже следующий этап программы. В гаджетах Apple 13-го поколения оставят Face ID, а Touch установят под стекло. Об этом сообщает портал iPhones.ru. Все связанные с этим технологические проблемы компания решит в течение 18 месяцев. Энергопотребление, размер чувствительной области, толщину чувствительного модуля и скорость производства такого сканера. Ранее купертиновцы зарегистрировали патент на внедрение Touch ID в дисплее, и это явно не просто так. Это были все новости мира IT на сегодня. В студии работал Ернар Тайжан. До скорого!